Вакцинация от ковида как шаг навстречу мечте. Именно так прививки сегодня воспринимают иностранные студенты-медики Сыктывкарского госуниверситета. Только наличие справки о вакцинации станет основным допуском к практике. Будущих врачей ждут во всех столичных больницах. Виктория Палкина оценила темпы студенческой прививочной кампании. Студент третьего курса медицинского института в первых рядах на прививку. Знание русского языка хватает египтянину Мохаммеду Хатем Ашрафу, чтобы понять и объяснить важность вакцинации и ревакцинации от коронавирусной инфекции. Главное, чтобы себя защитить и окружающих людей. И чтобы все были здоровы и без этого ковида. Перед прививкой осмотр. Из 37 студентов-медиков до вакцинации допускают всех. Температура в норме, жалоб нет. В процедурном кабинете тоже все проходит быстро. И все же каждого предупреждают о возможном недомогании. Но это редкость, уверяют медики. Спутник Лайт переносится хорошо. Из рекомендаций есть, чтобы в течение нескольких дней после вакцинации не мочить прививку, избежать чрезмерных физических нагрузок, алкоголь и не посещать сауну и баню. Впрочем, ни на сауну, ни на баню у этих студентов-иностранцев времени не будет. В апреле начинается практика. Основной допуск – это наличие прививочного сертификата. Есть те, кто сделал прививку дома, а вот те, кто не успел, получить бесплатную защиту от коронавирусной инфекции здесь не могли. Закупить нужную партию препарата не получалось. В начале 2021 года вся вакцина «Спутник Ви», «Спутник Лайт», она не поступала в гражданский оборот. То есть сразу же уходила в госрезерв на вакцинацию российских граждан. Где-то с осени вакцина начала появляться уже в продаже, но, к сожалению, у нас количество небольшое студентов, то есть там 100 вакцин невозможно было купить, потому что большими партиями закупали Москва и другие федеральные центры для вакцинации различных мигрантов или там, трудовых коллективах на производствах. И вот в настоящее время получилось закупить за счет наших средств университета эту вакцину. За уровнем коллективного иммунитета в Сыктывкарском госуниверситете следят пристально. За всю пандемию здесь была только одна вспышка заболеваемости. В июне 2021 года одно из общежитий пришлось закрыть на карантин. Сегодня число вакцинированных студентов растет, а показатели коллективного иммунитета приближаются к 60%. Виктория Палкина, Павел Люлинмин, телеканал Юрган.